Хайырлы күн, яңа слушаю devam etesizning bilan men Laysan Hurmatulina. Добрый день. Какова судьба двух исторических памятников этнографического и археологического наследия сибирских татар? Речь идет об Искере и Чимгитуре. Подробнее прямо сейчас. Разрешите зачитать проект резолюции, который будет еще отработан, отредактирован, и мы с вами его сейчас обсудим и уточним. В Тюмени состоялось заседание межрегионального круглого стола Чимгитура, приуроченного к Международному дню коренных малочисленных народов. Организаторами конференции выступили Комитет по делам национальности, Департамент культуры Тюменской области, Центр татарской культуры, а также Конгресс татар и национально-культурная автономия татар. Сохранение памятника областного значения, а также возможность археологических исследований – вот заглавная цель круглого стола. Когда мы создавали историко-мемориальный комплекс «Искер», мы прошли всю процедуру, о чем вы говорите сейчас. В заседании приняли участие ученые Тюменской области, Кемерово, Новосибирска, представители общественности. Напомним, что в мае 2012 года на очередном международном научном симпозиуме, организуемом ЮНЕСКО, сибирским татарам был присвоен статус малочисленного народа. Именно там язык и культура сибирских татар были внесены в список исчезающих. Главная цель вот этого круглого стола о том, чтобы не было разделения, деления там, а вот просто люди могли знать историю друг друга, живущих рядом, и как-то толерантно относиться друг к другу. Вот основная мысль вот этого круглого стола. Было обращение и к главе города о том, чтобы оказать содействие, помощь, по возможности провести археологические исследования. Так как в настоящее время эта территория уже застроена, поэтому проведение этих мероприятий, мне кажется, затруднено. В настоящее время идет согласование этого вопроса о том, чтобы по мере освобождения этих наших ветких строений дадут, наверное, возможность о том, чтобы провести там какие-то исследования. По мнению ученых, история Тюмени началась гораздо раньше, а благодаря созданию так называемой рабочей группы по изучению этого археологического памятника, круг знающих эту историю может значительно расшириться. В ходе круглого стола была принята резолюция, где был учтен вопрос в том числе и по созданию письменности. Уже подготовлен словарь и полностью готова к изданию грамматика сибирско-татарского языка под редакцией Максима Сагидуллина. В резолюции, я думаю, наверное, было предложено включить основную часть, это все-таки вопрос Чимгитуры. Параллельно же те вопросы, которые я уже сказал, это культура и образование, наверное, каким-то отдельным блоком они будут направлены и в Департамент образования Тюменской области, и Департамент культуры Тюменской области. Напомним, что Международный день коренных народов мира был установлен 23 декабря 1994 года Генеральной Ассамблеей ООН. Коренные народы мира – это 370 миллионов человек в 70 странах. Они являются хранителями ряда самых богатых с точки зрения биологического разнообразия мест на планете. В последние десятилетия название Искер, Искерджиен, историко-мемориальный комплекс СУЗГ у многих ассоциируется с именем известного общественного деятеля, руководителя региональной общественной организации «Наследие» Луизы Шамсудиновой. И это абсолютно обоснованно. Я с утра встаю, и у меня в голове только одна тема. Это Искер, это СУЗГ, это Кобяк. Если взять вот так серьезно, я, наверное, не только работаю, я болею этой темой, потому что я осознанно, как говорится, начала всю эту работу, свою деятельность общественную. И скажу так честно, 99% моей жизни – это уже общественная моя работа, это наследие, созданное мною уже воссоздание, восстановление, как я сказала, Искера. На сегодняшний день там, можно сказать, 40% работа проделана, остается 20% это самое главное, наверное, рабочая документация и начать строительство. Поэтому земля оформлена, душа хоть и болит, но более спокойно тому, что обратного хода уже нету. В СУЗГе новый проект, который с 2000 года рассматривается. Как вы видите, одни папки Искер, СУЗГ и Искерджиен. Это основные проекты. Четвертый, получается, Искерджиен у нас проект, который не противоречит друг другу, который рассматривается в комплексе, потому что это касается именно непосредственно истории сибирской земли. Это наши предки, это наша жизнь, наши культурные и духовные ценности. На проекте СУЗГ мы и остановимся сегодня.
крепость царицы Сузге находится вот здесь, вот на данный момент. Половина сопки, где находилась крепость, находится под железной дорогой. Можем подняться только вот с этой стороны с тропкой, и сюда просто нету дороги, поэтому памятный знак царицы Сузге мы будем ставить там, где есть дорога. Проект памятника народной героине Сузге был представлен в 2000 году. В 2006 во время заседания архитектурно-градостроительного совета города Тобольска был разработан и утвержден концепт парковой скульптуры Сузге. Тогда как бы рассматривали размещение парковой скульптуры. На сегодняшний день данная тема переросла уже в строительстве историко-мемориального комплекса. Мы с вами находимся на исторических местах, где раньше стояла крепость царицы Сузге. Это Сузгун-гора. Вот здесь вы видите знаменитые наши ельники. Значит, слева у нас находится железнодорожная линия. К сожалению, сопка Сузге ушла под железнодорожные дороги в 60-е годы, когда строили дорогу данную. Напротив нас находится Алимасовская гора знаменитая. По историческим данным направо, справа, значит, у нас это город Тобольск. Подъем в город Тобольск. Это территория города Тобольска. Большим достижением Луиза Алимчановна считает оформление земельного участка в 70 соток под строительство памятника. На этом месте также планируется воздвижение малых архитектурных форм, ну а сам памятник легендарной Сузге должен будет возвышаться на пьедестале. Когда мы выбирали земельный участок, так получилось, что вот здесь на горе строится поселок Защитино. Планировали на Лимасовской горе, там осыпается берег. И получается самый хороший вариант, как бы памятник, привлекающий взоры проезжающих с севера людей, и которые проезжать будут по железной дороге. Это привлечет внимание. Строительство первого этапа, это памятника Сузге, как бы мы уже не только разрешение получили, согласование земельного участка получили, но и мы получили распоряжение от 22 августа 2012 года о предварительном согласовании места размещения историко-мемориального комплекса. После утверждения проекта последовал и вопрос о его концепции. Были варианты разные, скажем так. Но в конечном итоге на заседании на следующем, рассмотрев данную концепцию, все художники пришли к одному выводу, что ближе все-таки скульптура Мухамедьянова Ильшата. Здесь она как бы стоит и читает намаз. Данный эскизный проект не является окончательным. На сегодняшний день в Тобольске существует список по увековечению известных личностей и событий города, мемориальные объекты которого планируют установить на территории города и его окрестностей. И проект Сузге вошел в первую десятку. В рамках этой программы мы ограничились рассказом о проекте Сузге. Смотрите продолжение в наших следующих выпусках. У нас в гостях сегодня председатель Совета региональной татарской общественной организации «Наследие» по Тюменской области Луиза Апа Шамсуддинова. Исянмис, Луиза Апа. Я, наверное, начну с чашечки чая. А вы пока расскажите, как вообще началось строительство и как проходило оформление документов. Если сказать историю, все рассказать из Скера, вокруг Искера, памятника федерального значения, то можно сказать, что с 2005 года, как мы образовались, региональная татарская общественная организация «Наследие», так и мы начали свою работу по сохранению историко-культурного наследия сибирских татар. Ну, самое главное, учитывая тот факт, что мы живем в эпидемцентре, мы так называем, Сибирского ханства, вокруг столицы Сибирского ханства Искера, ну, естественно, как потомки настоящие, мы начали работу именно в этом направлении. Но если возьмем Искер, значит, как я сказала, это Кучумово городище, признанное, стоит в реестре за номером 1394 Российской Федерации, постановление принято на учет. Ну, начали с того, что по инициативе членов нашей организации, при поддержке населения, мы начали оформление земельного данного участка. Скажем так, что работа была тяжелой, потому что это начиная с 2005 года, до сих пор мы идем в этом направлении, и нам удалось много сделать. Если перечислить, что мы сделали, значит, можно сказать, что основное направление – это акт выбора земельного участка, полностью все согласования, полностью получили заключение с департаментом, с комитетом, с которым можно было согласовывать, перевели земли сельскохозяйственного значения данной территории в земли особо охраняемых территорий и объектов. На каком этапе вы сейчас находитесь? Ну, этап такой, что общественность нас, как я сказала, уже поддержали. Поддержал нас Татарстан,
Мы члены Всемирного конгресса татар. В свое время мы, значит, сделали изыскания инженерные, геологию, геодезию, инженерные изыскания, ну, межевое, понятно это. Сегодня мы остановились на том этапе, когда нам был необходим получить градостроительный план, который по новому законодательству обязательно надо получать, и дальше разрешение на строительство. Мы встречались с губернатором Владимиром Владимировичем, и был такой разговор, что этот объект нужный, что строительство необходимо, и Искер как бы надо все-таки восстанавливать, и думаю, что дальнейшее продвижение в этом направлении у нас есть. А какие мероприятия проводились за весь этот период времени? А вот для того, чтобы привлечь внимание общественности, населения, органов государственной власти, мы проводили, в свою очередь, международный фестиваль Искер-Джиен, это историко-культурного наследия сибирских татар. На Искере, значит, мы проводили фестиваль данный, который состоит из 4 частей на сегодняшний день. Формат, как бы можно сказать, сформирован. О СУСГ мы уже сказали. А какие еще проекты вы планируете в самое ближайшее будущее? В самое ближайшее будущее мы вообще думаем, что еще мы работаем, так скажем, над восстановлением Чингитуры, памятника, который касается тоже истории сибирских татар. Как мы знаем, Искер был перенесен со ставки Тюмени. Вот я показываю вам Искер. Да. Часовни, мечети, да, и памятника. Да, и памятника, памятного знака Искер. Да. Здесь у нас вот эскизный проект, который предусматривает. Так, это участок проектирования на берегу Иртыша. Полностью там согласовано предварительно. У нас даже стоит подпись Верховного муфтия России Талгата Таджуддина, который мы согласовывали в 2009 году в Татарстане на Совете муфтиев о том, что вот это строительство мечети именно соответствует всем канонам мусульманским. Мечеть очень большая. Какая площадь ее? Больше 2000 квадратов, двухэтажное, потому что Двухэтажное строение здание. предусматривает 2 минарета высотой 61 метр. И к какому времени планируется сдача? Планируем, вся надежда теперь только на губернатора и на администрацию органов государственной власти, думаю, поддержат в Тюменской области, потому что Татарстан со своей стороны уже готов внести свою лепту. Ждем только ответа Тюменской области. Луиза Алимчановна, спасибо огромное, что нашли минутку и пришли к нам в гости. Спасибо вам. Зовите, будем рассказывать все новые проекты. Ярай бүгінгі шул тапшыру бұстамам, келесі атнада көрішербіз, иншаллах. Сау болыңыз.